Наша певица, народная артистка Абхазии и заслуженная артистка России Алиса Гицба дала сольный концерт в Пицунском храме, чем очень порадовала истинных ценителей вокальной музыки. Мы живем тут недалеко и каждый раз проезжаем мимо этого храма, и нам просто стало интересно, и мы решили все-таки сегодня выделить вечер и посетить, посмотреть. Потому что органная музыка, она же не везде есть. Такие места, я считаю, эксклюзивные. Тем более послушать пение. Это просто интересно и любопытно. Сольный концерт Алисы Гицба в Пицунском храме – событие ежегодное. Певица готовится к нему с особым старанием, задолго до его начала. Ведь ей предстоит выступать у себя на родине, где ее всегда ждут близкие, друзья, соотечественники, все, кто ценит и любит ее искусство. Последнее уточнение с солистами Абхазской государственной филармонии Нинель Бжаня – фортепиано и Мариной Шамба – орган. Через несколько секунд вы выйдете на сцену. Вы переживаете? Конечно, это нормально, это творческое волнение. А это имеет значение, где вы выступаете? У себя на родине или в России, или в другом месте? Имеет значение, потому что на родине выступать всегда сложнее. Почему сложнее? Вы понимаете, я каждый год сюда приезжаю, каждый год даю здесь концерты, и люди знают меня с младенчества, с пеленок. Это же зритель, который приходит на мои концерты, это кто? Это мои друзья, мои близкие самые, мои друзья, поклонники и так далее, да? То есть у них есть возможность прослеживать мой творческий путь от начала и до сегодняшнего времени. И они могут сказать, деградирую я или развиваюсь. Что касается московской публики, она всегда разная, потому что Москва огромный город, и там большой потенциал вообще, публичный. В том смысле, что публика все время меняется. Очень много приезжают, очень много уезжают, огромный поток людской. Сегодня ты можешь спеть неудачно, но завтра ты реабилитируешься. А здесь у меня один концерт и один-единственный шанс показать людям, что я развиваюсь, что у меня происходит какой-то рост. Кто сегодня пришел в вашу поддержку из родных? Сегодня мои родители, сегодня мои дети, мои сестры и так далее, очень много близких. А после концерта, выступая здесь, в Абхазии, что вы чувствуете? Вы знаете, это всегда такой праздник. Я очень люблю выступать в Абхазии, потому что именно по окончанию этого концерта всегда происходит ощущение, что ты выложился и что ты принес людям радость. И потом об этом говорят часто, обычно снимают на телевидении, показывают, повторяют, и каждый раз людям придается такая возможность, появляется, пережить этот праздник заново. Это очень здорово, мне это нравится. А помимо концертов, как вы еще проводите время здесь? Вы знаете, так получается, что отдыхать мне тут не приходится. Я честно говоря, 2 недели нахожусь в Лидзаве у моих родителей и еще ни разу не была на море. Потому что я ставлю себе всегда высокую планку, и я считаю, что профессионал не должен расслабляться перед тем, как дать концерт, купаться много на море, загорать. Это все влияет на состояние вообще, на психическое состояние. То есть я должна быть всегда готова к бою. А как вам удается найти время на детей? Это, конечно, очень сложно, и вообще, честно говоря, я не столько много уделяю внимания своим детям, сколько хотелось бы. Все-таки у меня такая профессия, у меня очень много, я бываю часто в разъездах, часто готовлюсь к премьерам, к новым спектаклям и так далее. Вы сами знаете, что такое творческая профессия. Если бы родственники мои мне не помогали бы, а в данном конкретном случае сестры моего мужа, которые чередуются, меняются, живут все время с нами в Москве и помогают мне растить наших детей, конечно, без них я не представляю, как вообще это было бы возможно. Так что им огромное спасибо. А у кого-нибудь из детей есть вокальные данные? Пока это ощущается? Да. Вы знаете, дочка моя уже выступала в Москве вместе со мной в одном концерте. Напела Аве Марию Шуберта. Немножко перепугалась, конечно, было страшновато ей. Ей 10 будет в августе. А у меня второй мальчик, ему 2 года и 5 месяцев, он уже вовсю поет Аве Марию Шуберта. И у него очень сильный голос. Честно говоря, я не знаю, во что это выльется. Но я думаю, что может быть вполне, почему бы и нет. А в чем заключается ваше женское счастье? Вы счастливы как женщина? Конечно. В этом даже нет никаких сомнений, потому что, что такое творческая профессия? Это удовольствие, с одной стороны, а с другой стороны, это шик. Потому что, денег приносит эта профессия немного, честно скажу. Потом постоянно ты находишься вне семьи. И очень многие такие элементы, из которых состоит семья, проходят мимо тебя. Но когда у тебя есть дети, и ты стараешься сидеть на 2 стульях,
то есть ты поешь и в театре, и пытаешься воспитывать детей. Конечно, бывает так, что где-то ты даешь какой-то сбой, потому что это очень сложно совместить. Ну вот пока вот, опять же, с помощью моих родных и близких мне это удается. И я поэтому считаю, что я счастливый человек. То есть у меня есть и дети, и у меня есть любимая работа. И я это все совмещаю. Пока удачно. А ваши пожелания зрителям Абхазского государственного телевидения? Ну, я всего самого наилучшего желаю зрителям нашего телевидения. Ну, сейчас мы живем в достаточно тяжелое время. Очень много таких вещей, которые нужно преодолевать заново, которые нужно строить заново. Потому что легко разрушить старое, а построить новое – это все очень тяжело. Я желаю руководству нашей страны как можно больше терпения, нашему народу тоже как можно больше терпения, мудрости, чтобы не происходило всяких обидных вещей, которые сейчас мы часто видим, свидетелями которых мы являемся, всякие нападения и так далее. Я, честно говоря, никогда не думала, что в нашей стране это бывает вообще возможным. Спасибо большое вам. Через несколько секунд вы выйдете на сцену. Мы желаем вам удачи. В полутемном храме полились звуки божественной Аве Мария. Концерт начался.
В репертуаре певицы признанные мировые шедевры. Но есть и подарки, сюрпризы. Впервые Алиса Гицба спела «Осенний сад» Баграта Шинкуба в обработке композитора Надара Чанба. Алиса Гицба поет с детства. Сначала это было увлечением, а после окончания Московского института имени Гнесиных вокал стал ее призванием. Многочасовые занятия, помноженные на прекрасный голос и природный талант. И вот 2 года назад Алиса Гицба признана и в Москве. Она получила высокое звание «Заслуженная артистка России». Концерт длился более часа. Отдавшись дивным звукам вокальной классики, зрители не спешили проститься с прекрасным и после окончания концерта. Ощущение высокой духовности хочется сохранить в себе как можно дольше, говорили они, покидая храм. Я вот гость из Москвы, и мне очень понравилось, что в таком месте, в таком замечательном храме, где вот просто такая музыка, такой божественный голос звучал, просто душа, такое ощущение, что душа просто окрылилась, и просто я очень благодарна этому концерту, этой певице замечательной. В общем, самые приятные впечатления о вашей стране и о этом концерте остались. Спасибо. Большое спасибо вам. Мы вообще, экскурсия у нас была на органную музыку, и вот так неожиданно еще услышали эту певицу, очень довольна, очень понравилось. Очень хороший концерт, колоритный. Я люблю органную музыку, особенно Моцарта, Баха. Какие впечатления? Я даже, наверное, словами не могу передать. Это просто настолько... Просто счастье. Вот как она поет, как орган играет. Это просто льется счастье, и все. Так, я даже не знаю, тут эмоции просто переполняют после такого. Вы откуда? Из Орла. А впервые в Абхазии? Нет, в Абхазии не впервые. В прошлом году мы тоже ходили сюда на орган, но даже не ожидали, что мы на такое попадем в этом году. Мы вообще-то не ожидали, что здесь будет концерт. Но опера — это всегда прекрасно. А тем более такой великолепный голос. Мы просто очень довольны.
На родине Алиса Гицба пробудет до 20 августа. Свой отдых пока не планирует и хочется вдоволь пообщаться с родными.